Ну вот, не пришли. Кстати, как раз таки в день миротворца это произошло. Когда в ДК награждали. Если бы пошли на миротворец, может быть, ничего и не было. Ну, друзья, давайте еще раз здравствуйте со всеми прошедшими праздниками, в том числе вчерашним днем радио. Кстати, да. Поскольку мы сегодня собрались в студии радио, которая приспособлена, скажем, для нашей интернет-трансляции, ну, начну с того, что с самого начала я бы не назвал это конфликтом, да, я бы назвал, ну, точка конфликта, конечно, была, но я бы всю вот эту ситуацию, когда одна из сторон, которую мы звали, тоже на сегодняшний вот эфир, не эфир, стрим, не стрим, да? Ну, плохо, что нет второй стороны. Да, плохо, что нет, но я хотел бы до конца надеяться, что до конца нашего сегодняшнего мероприятия... Они ворвутся в студию втроем. Юмор, конечно, уместен, да, то есть на проверку там на предмет штативов и прочего там, конечно, будут проводить, да. Я еще раз хочу всех поздравить еще раз со всем прошедшим, в том числе и с Днем радио. И представляю гостей нашей сегодняшней студии. Это общественная деятельница Алена Алексеева. Я правильно сказал? Да. Общественная деятельница. Ну, все регалии перечисляют. Они принципиально, возможно, важны. Они принципиально, возможно, важны, да? Мисс Якутия 96-го года. Да. 96-го года. Я столько лет с тобой знаком, и не могу... Уже неприлично называть такие цифры. И коллеги наши из официально зарегистрированного СМИ, что немаловажно, да? Информационного ресурса Якутия Инфо. Денис Адамов в скорби, вернее, в позе скорбящего Будды, что, впрочем, неудивительно, и Тимофей Ефремов, который в совсем недавнем прошлом также был нашим коллегой, буквально НВКшником. Да? Хорошо, ну, еще раз скажу, мы звали все стороны. То есть мои коллеги Алексей Соколов, Сусанна Рожина, они предпринимают до сих пор попытки усадить за стол общий и высказать, вернее, составить одну общую позицию все стороны данной спорной ситуации. Я еще раз говорю, хотел бы избежать слова конфликта. Но, тем не менее, благо мы все тут репортеры собрались, давайте хронология событий. Все-таки были ли мальчики и прочее? Вот, наверное, с ребят начну, хотя ladies first, да? Ну, мне кажется, логичнее было бы, наверное, с меня начать. Логичнее? Ну, да. Логичнее. Хорошо, давайте, тогда был ли мальчик, мы отодвинем на чуть-чуть назад. Денис может дальше вот, принимать позу скорбящего Будды. Алена Алексеева, ваше видение спорной ситуации? Ну да, будем называть это моим видением. В общем, была публикация у меня в Инстаграме, которая своей целью никоим разом не ставила задеть личность одной из приглашенных сторон, но это был просто очень удачный пример одной из острых тем, которые я регулярно поднимаю в своих социальных сетях. Прежде всего, Инстаграм. Инстаграм для меня – это площадка, где я общаюсь с женщинами, где я обращаюсь к ним, где я как бы освещаю какие-то проблемные стороны взаимоотношений мужчин с женщинами, родителей с детьми. И в тот непосредственно как бы пост была заложена идея именно последовательности взаимодействия или воспитания детей. То есть прошлогодняя ситуация, которая запомнилась, естественно, не только мне, но и многим другим активным пользователям Фейсбука, где выражалась позиция ярко негативная в отношении Хэллоуина, и, соответственно, смена позиции в этом году, она просто мне показалась непоследовательной. В то время, когда аграрный сектор республики, вы про Хэллоуин. Ну ладно, это просто ремарочка. Ну да, я к тому, что вот по датам как бы это вот просто чистой воды совпадение, да, происходит. Соответственно, параллельно я, кроме того, до 1 ноября необходимо было подать заявки на народный бюджет. Я сама участвую в этом. Народном бюджете? Да, в народном бюджете. Я подала заявку на психологический сайт помощи женщинам. С этим проектом я уже обращалась, выступала на форуме неравнодушных горожан, который проходил в конце августа. Да? Вот. И
Я, естественно, просматривала какие-то ранее полученные заявки, одобренные гранты, да, то есть на какие мероприятия это были потрачены, какие суммы. Соответственно, меня просто удивил размер сумм, ушедших как бы на реализацию проекта, похожего, ну, технически, так скажем, да, похожего на мой. Ну, удивилась, ну, спросила у себя на странице. То есть я регулярно какие-то вопросы задаю, не только я, вообще в целом все активные блогеры и люди с какой-то там позицией, очень активные, не очень активные, они задаются всевозможными вопросами, и это, как правило, в принципе, выливается в блоге, да, ну, то есть не мне рассказывать вам, Дмитрий, как это происходит. Вот, и то есть видеть в этом какую-то травлю или вражду я вообще совершенно не вижу никакого основания. Но хотелось бы задать... Ну, а дальше просто как бы получилось то, что получилось. Хорошо. Я, естественно, как бы вот таких последствий, да и предвидеть просто невозможно было. Парни, в моей логике это я поговорю немножко с Аленой, да, вы не против. Народный бюджет. Вы сказали именно народный бюджет. Но ведь именно на подаче заявки на народный бюджет в свое время наш тоже коллега Антон Жандоров упрекнул того же Николая Фомина. Ой, я вот этих связей вообще не знаю. Вот прям что, с чем, честно говоря, я вот за этими перипетиями никогда не следила. Просто я помню, что и то, и другое как было достаточно резонансно. Зная тебя, ну, можно же поставить галочку. То есть народный бюджет, да, то есть два сайта. Не, но иногда банан это просто банан. Поэтому я как бы... Но проскользнуться на нее можно. Ну, наверное, можно. Да, на шкурке, вернее, от банана, да? Хорошо, народный бюджет. То есть, а вам не кажется, Алена, что раскрутить, вернее, с помощью вашей многотысячной аудитории в Инстаграме сделать вот это общение с теми женщинами и так далее было бы куда эффективнее, чем раскручивать по новой... Отдельным сайтом? Да. Ой, нет, это я как раз-таки хотела бы, спасибо, что спросили вообще об этом, да? Почему сайт вообще, почему не социальная сеть? Потому что как бы все те, кто прекрасно знают, как устроены технические социальные сети, в том числе Инстаграм, да, или Фейсбук, они прекрасно понимают, что серфить внутри того, что там уже написано когда-то давным-давно было, невозможно. Я могу где-то не поставить хэштег. Хэштег может быть не соотноситься с тем, как представляет эту проблему, допустим, пользователь. Пользователи, они вниз-вниз уходят. Пользователи, они наращиваются с каждым днем. То есть вчера было там 1000, сегодня 5000. И вот эти 4000, они уже не знают, собственно говоря, о чем я писала ранее. То есть им кто-то сказал, там у нее поднимаются серьезные вопросы, ты посиди, посмотри. Но сидеть и пролистывать, и каждый у меня через два, там, через раз, или там, может быть, подряд идти какие-то важные вещи. А иногда, может быть, просто... Любимая Алена. Чисто удобство ради. Удобство ради, пользы ради, необходимость того, чтобы информация полезная для женщин, попавших в кризисную ситуацию, концентрировалась в одном едином источнике. Мы это уже обсудили на всех площадках, на которых это только можно было сделать. То есть, вот, допустим, круглый стол с Элтумен, который мы проводили совместно с Ольгой Валерьевной Балабкиной, ну и меня как представителя инициативной группы ЮКТЕЛ, там тоже говорится о том, что эта проблема действительно насущная. Она существует, ее замалчивают. И в целом, как бы вообще общество привыкло замалчивать все. Это вот наш тренд, как бы, такой наш тренд. И я поднимаю вопросы же не только такого рода. Я говорю об алкоголизме. Я говорю там, я не знаю о чем угодно вообще, то есть совершенно всевозможные разные темы, но самое удивительное, да, что теперь, вот, допустим, вот у меня уже рефлекс выработался. Все, что касается как бы тем, где иллюстрации, вот в моих случаях, да, являются какие-то личности, вот оно привлекает больше внимания. И теперь что мне делать? Плохо, что... По рукам себе давать, да? То есть у меня вот прям теперь руки бы, конечно, чесать, но я, естественно, теперь Нет, уже... Алена, я к чему? Вот плохо, что специфика твоей деятельности не подразумевала, скажем так, отношением, ну, определенный аспект отношений между мужчинами, скажем так, да, то есть просто человек может ли на основании того, что крепкое слово это довольно действенный, скажем так, механизм, прийти и просто поговорить с человеком. Ну, ладно, не суть.
Не суть. Плохо, что просто вот между мужчинами и женщинами. Нет, Вспоминаю нет, фильм. в этом вопросе как бы нужно масштабнее рассуждать, понимаете? Люди в основном как бы зацепились за то, что это там какой-то межличностный или какой-то бабский скандал, ну как это вот принято, да, называть. Это не есть так. То есть, ну, кто-то, возможно, эту ситуацию видит, ну, через призму своего восприятия, да. Я, наверное, в какой-то момент, мне просто показалась эта иллюстрация очень удачной для той темы, которую я обсуждала. Хорошо. Не то, что завершающий, один из ключевых вопросов, который я бы хотел... В смысле, больше у меня слова не будет? Не-не-не, почему? Право на волеизъявление, на свободу слова и так далее, это конституционное право Я же каждого не для гражданина. красоты, надеюсь, пришла. Нет, конечно, нет. Но уже 10 минут прошло, кстати. Алена, все-таки хотела бы ты на текущий момент вот эту вот ситуацию избежать? Ну, естественно, я вообще даже не предполагала, что такие последствия будут. И если бы я наперед знала, что будет вот так, ну, наверное, я какую-нибудь скучную картинку из Гугла поставила бы, которая никому ничего не сказала бы. И то есть на саму проблему воспитания, да, у данного аспекта, может быть, и не обратили бы внимания. А вообще, то есть, допустим, по своей странице я понимаю, что она реально имеет определенный эффект. То есть, если женщины, во-первых, ко мне пишут с какими-то конкретными обращениями, да, женщины ко мне пишут с конкретными обращениями на те посты, которые я поднимаю. Женщины пишут ко мне с благодарностью просто за то, что я, подняв какой-то вопрос, заставила их о чем-то задуматься. Поэтому я считаю, что вот тот же уникальный контент, который содержится на моей странице в Инстаграме или в Фейсбуке, но в Фейсбуке в последнее время менее, потому что сложно разрываться, отвечая на комментарии там и там, да, все-таки больше концентрация у меня находится в Инстаграме. Я и понимаю, что сайт – это куда более, как сказать, эффективный инструмент. Эффективный инструмент. Да, потому что просто в поиск можно забить какую-то проблему, да, и она как слово в тексте или в названии выскочит, и ты уже просто читаешь конкретный материал, который тебе необходим. Кроме того, вот все телефоны, все контакты или все какие-то службы, которые связаны с данной проблематикой, и не только с этой, они будут концентрироваться тоже там и пополняться регулярно, постоянно. А во сколько вы оценили создание и поддержку вот вашего будущего ресурса? Ну, я сидела, вот уже анализировала, да, сколько. Ну, конечно, на 1 600 000 мне не хватило смелости замахнуться. Я просто тоже, конечно, рассчитываю на самоокупаемость. Потому что женщины будут в любом случае посещать этот сайт. В Да? данном аспекте, да, есть просто разброс. Я заявку разместила на 200. На 200 тысяч. Да. То есть это для создания, ты считаешь, что это необходимое количество средств? Да, это потому что мне необходимо будет привлекать работу психологов. Угу. Да, они будут в режиме вопрос-ответ или просто по поступившим вопросам конкретно обрабатывать эти, как сказать, обращения, и то есть свою консультацию тем самым предлагать. Просто камера обязывает меня обращаться на «вы». Непривычно, да? Поскольку в обычной жизни я со всеми на «ты», да? И, Алена, вот вы долгое время жили в Москве. Знаете их реалии, то, что там специалистов, скажем так, IT-уровень, IT-профиля куда много и так далее. Я просто знаю, что написать с нуля определенный сайт, некие московские фирмы скажут, меньше, чем за 3 миллиона мы просто не шевельнем. Но... Есть такой разброс цен от, скажем, 50 за готовый движок, да? От 50 за готовый движок и с нуля, допустим. Код абсолютно оригинальный там и так далее. Они возьмут там порядка 10 миллионов. Ну, это Москва. Это Москва, да? Я думаю, там есть московские надбавки. А что мешает Алене конструктор использовать? В Москве разные очень специалисты есть. Там у нас есть специалисты. У нас есть... Ну, я просто дешевле, имею опыт, я знаю, сколько здесь, допустим, средняя цена изготовления. Артем сколько просит? Он просит 70. 70? Да. Это за универсальный движок, который, в принципе, для ваших задач он подошел бы более чем спокойно. Нет, Дмитрий, насчет Москвы немножко... Некорректно, наверное, потому что в Москве разброс очень большой. В Москве курда. Можно от 10 тысяч до тех же 10 миллионов. Так что нет, потому что не надо говорить, что в Москве это дороже. Ну и потом, когда я жила или искали, обучалась в Москве, я, честно говоря, вот этими вопросами никогда не задавалась. То есть вот техническим изготовлением или стоимостью вот смотри, чего-то. А тут ремарочка. Артем – это Артем Петухов, наш общий знакомый, хороший друг, руководитель компании Smart Unit, который,
на текущий он момент... занимается этим, Созданием, разработкой, поддержкой, возможно, Допустим, техподдержкой. хостинг в Москве стоит, есть варианты дешевле даже. Мы рассматривали вариант московский взять хостинг, а он дешевле. Но мы, тем не менее, как раз таки пользуемся местным, потому что он недорогой и ближе технически. Ну, тоже, в принципе, доступны цены. Если сайт сделать, поддерживать это не очень дорого. Но согласитесь, что это очень много технических нюансов, которые вот сайта делания, сайта поддержки, сайта Есть специалисты, которые все это Дмитрий, решают. мы этим занимаемся, да? Мы складываем свои средства. Но согласись, что специалисты, к которым ты обращаешься, они чего-то просят тоже. Определенно. В данном И случае... что, к чему ты подводишь-то? Нет, в данном случае у Алены попросили 70 тысяч, могли попросить 3 миллиона. Ну, согласитесь? Ну, А я думаю, 3 миллиона ей навредили бы даже, да. А ей бы только навредили эти деньги, потому что она бы не знала бы, как распорядиться ими, а нужно было бы И срочно пошла бы, осваивать. купила бы кучу платьев. Хорошо. Вот я услышал от Алены, то есть... Знай я наперед, чем все это закончится, я бы, в принципе, постаралась бы избежать вот этой ситуации. Да? Как ситуация разворачивалась дальше? Я просто, опять же, репортера включаю, и я не говорю пострадавшую сторону, я говорю еще одну сторону. Можно один еще комментарий, да? Или я не знаю, говорила, не говорила, просто мы уже так часто этот вопрос везде обсуждаем. У меня изначально вопрос был, куда переехал сайт. То есть я в целом как бы предполагала, но допускала, что, возможно, там изменилось доменное название, я не вижу, допустим, где этот сайт. То есть я, честно говоря-то как бы спрашивала, хотела посмотреть, что там дальше происходит. То есть это не было каким-то там обличительным фактом или еще... Куда потратили? Нет, такой полученный подоплеки миллион? я вообще не вкладывала совершенно. И мне действительно просто было интересно, потому что, был проект, достаточно шумно его продвигали, и то есть мне просто интересно было, как вот он сейчас работает, просто, как опыта набраться скорее. В хронологическом порядке, опять же, тогда мы еще не дошли до точки, скажем так, прямого контакта. Денис, материал, который основывался на, чуть было не сказал, на показаниях, да? На публикациях Алены делал вы. Да, скажу так. Кстати, даже вот интересно, что и не полностью я его делал, да? Делали мы его... Вот сейчас объясню. Алена, значит, публикует пост свой, да? Интерес в том, что все началось еще в 2014 году, когда первый вопрос об этом сайте, о том, что появился такой сайт, поднял Антон Жандоров в своем блоге. И как представитель народного бюджета, да? Его заинтересовало, почему выделяется проект на портал, у которого, как он считал, нет перспектив. Да, об этом он написал. Мы это дело репостнули, просто, рерайтнули, да, как новость, что вот Антон Жандоров так считает. До нас выходит Николай Фомин и говорит: ребят, вы выслушали только одну сторону, выслушайте нашу сторону. У нас работал тогда журналист Николай Борисов, сейчас он работает на ИСИА, кстати. Николай займется этим вопросом. Николай пошел к Николаю, к своему тезке. И, в общем, сделал материал, в котором Фомин сказал, что проект на стадии, он будет работать, мы его планируем вывести на окупаемость, у него есть перспективы. Не спешите его хоронить. Да, не спешите его хоронить, он только-только зарождается, дайте нам время. Окей, мы выслушали сторону Жандорова, выслушали сторону Фомина. Это в 2014 году? Это было... В 15-15. Это был январь 2015 года. В общем, мы про это дело как-то даже и забыли, да, потому что тут куча других дел, как всегда бывает в нашем журналистском сообществе. Денис, у меня вопрос звучит немножко по-другому. Делая материал, который основывался на публикации Алены, почему вы не обратились очередной раз? Еще раз, сейчас объясню как раз предложение. Значит так, Алена публикует пост свой, да, мы делаем материал на основе уже существующих данных, которые были. Трехгодичной давности? Мы сопоставляем данные. И потом нужно учитывать, что все-таки есть такой прием, ЕКТ его использует, что не все сразу, как говорится, да. То есть первая часть, вторая часть. То есть, допустим, мы сказали, вопрос возник. Алена подняла правильный вопрос. Сайт был обещан, 2 года прошло, его нет. То есть мы говорим, так что получается, Алена все-таки права. Но мы же оставляем открытым вопрос к Николаю. Мы же не говорим, все, на этом закрыли. Я, в принципе, ждал, что Николай придет. Просто он пришел и как-то вот... Он не так пришел. То есть совершенно не так. Существуют законные методы обращения в СМИ. Да? Это, во-первых, суд я все-таки тоже мы стараемся избегать его, потому что у нас материал предельно корректный. Мы в судах судимся,
Не, в материале вообще ничего нет. Да, мы никого не Чтобы оскорбляем. цепляло Да? честь, Мы достоинство, не и тем используем более такие семью. слова, потому что мы понимаем, что в судебную перспективу, как коррупция, распил, там, да, хищение, там, воровство, таких слов мы не используем, потому что до решения суда мы не имеем права об этом заявлять. Поэтому мы говорим, что деньги – вопрос, все. Ну, соответственно, адекватная реакция в большинстве случаев люди звонят, возмущаются, но тем не менее Объясняют свою позицию. Да, свою позицию объясняют. Никто не мешал прийти и выразить это цивилизованно в рамках закона. Уже после публикации, а во время подготовки почему не был привлечен в качестве свидетеля? Так он же ответил. Так я же ответил. Уже вы ответите, объяснили. Хорошо, как это но делается. основываясь на тех моментах, которые... Ну, или во-первых- это планировалось во второй части? Хорошо, принято. Как раз мы переходим от... временная лента разворачивается, и как все-таки пришел Фомин? Давайте мы это... Никто... Ну, это уже кучу раз описано во всех Да. СМИ, федеральных в том числе. И без его присутствия тут Да, ну, немножко смысла это, как бы да, это. мы можем Пришел сказать он как так. пришел. Вопрос в том, что это сделал он совершенно неправильно, некрасиво. Да. Так не делается. Да, мы как журналисты должны И понимать к вопросу это. о том, что, дескать, мы там можем что-то там не так сказать или описать, и его сторона неизвестна, но мы подписывали, между прочим, у следователя. Да. А насчет дачи ложных показаний, это серьезная вещь. Там шутить или что-то еще никому Ну да. не следует. И с этим, как говорится, шутки плохи. Это уголовная Поэтому мы ответственность. отвечаем за свою позицию, за свои слова. Как Вы- мы говорили, как это произошло, так это произошло. Вы это подкрепили соответствующим обращением в судебную Конечно. медицинскую Да, да, экспертизу. да. Вы сняли те телесные повреждения, которые Всё были есть. в результате, Всё есть, да. в результате вам нанесены. Ну, зная Николая Фомина, да, и зная вот Вы Дениса, всех да, знаете. да, просто сложно поверить, что он как физически мог воздействовать. Ну, знаете, вот сейчас на этот факт упирать, что он ниже ростом и прочее, знаете, люди разной комплекции бывают. И Да. то, что Денис выше и прочее, это не дает права приходить и бить его. Начнем с этого. Естественно. Давайте не будем заняться сопоставлением. Почему пришли втроем? Вопрос. Не один. Он пришел бы один сам, сказал бы. Вот Нет, мне я не говорю, что нравится. Зачем мы втроем? все решаем И почему у цивилизованно, одного да. из них электрошокер оказался? Вот, да, то есть Хорошо. это уже... Хорошо. Коллеги, еще раз, тот же вопрос, который я адресовал Алене. Да? Учитывая тот резонанс, который вызвал вот данное происшествие, хотели бы вы, хотя история не любит сослагательного наклонения, ну, хотели бы вы избежать подобного разворота событий? Это глупо, потому что журналисты всегда рискуют. Если Да. они занимаются какими-то темами серьезными, поднимают какие-то вопросы, которые кому-то не нравятся, это наша профессия. И реакция, ну, во многих случаях, наверное, может быть и такой в том числе. Мы Не должны быть исключается. готовы ко всему, Наша профессия собственно, да. считается рискованной. А если мы будем бояться и стараться избегать заранее чего-то, Ну, то тогда, мы вообще не собственно, будем зачем работать. нужна наша профессия, если мы, собственно, пишем там какие-то очень гладкие статьи? Тут очередной выпуск диванных аналитиков или что? Я понимаю, почему вы вдвоем говорите одновременно? Это Ну, это а просто... два микрофона, два Два человека, микрофона. тогда с обоих Нет, пригласим. можно по очереди и так далее. Давай уточнимся еще раз. Мнение Тимофея. Я нисколько... Как произошло, так произошло. Но ты готов пойти на мировую? Нет. Это Абсолютно принципиальная вещь, потому что он совершил те действия, которые недопустимы. И впредь это должно быть остальным, кто так думает, что можно приходить просто так и устраивать разборки. Так нельзя. Денис теперь. Ну, насчет мировой, я так скажу. Пока никакого извинения не было, да, пока не было в этой позиции озвучено нам. Никаких извинений мы не услышали. Пока я оставляю это просто открытым. То есть, В случае принесения... вот будет, подумаем. Ну, да, Фантазировать всё, зачем? всё, Сейчас фантазировать зачем? Ну, Вот, Дмитрий, опять же, да. вот пока эта информация я себе голову не забиваю. Если бы, да как бы, посмотрим. Я еще пока твердо сейчас Давайте не могу вообще сказать. Да. поговорим Это о не вопросах предмет. общества вообще. В целом, Давайте смысл же в поговорим о чем? том, что мы подняли в этой статье. Вот в итоге. смотри, И эта реакция говорит о том, что, Дмитрий, видимо, да. мы куда надо ткнули. Все-таки, Дмитрий, мы же эта проблема, она не уводится в сторону основная. Основная проблема это то, что у нас деньги выделяются на проекты, которые работают неэффективно. И такая реакция, она говорит, что, видимо, наше общество созрело к тому, чтобы оно уже хватит, Устало. оно уже устало от этого. От неэффективных проектов, выделяемых на всевозможные там чекурдавские рыбзаводы, какие-то, не знаю, очень много у нас так называемая зомби-экономика, когда проекты, они есть на бумаге, но их нет в реальности. Или То же не есть- создаются и глохнут через какое-то Да, или время. глохнут. Да. Это как бы здесь мы поднимаем очень сложную для республики проблему. Для Нет, а страны давайте даже. еще обсудим вопрос, когда в целом вот есть такое отношение, да, вот такая позиция. Ну зачем это вскрывать? Ну как бы если это как бы никого не Да. в целом сильно не трогает, никого не убивает, то мы обсуждать это не будем. И причем это действительно в отношении всего. Ну вот видите, вот сейчас Алена, допустим, она пытается свой сайт раскрутить, она делает это
на те законные грантовые системы, да, которые они предусматривают именно, пусть не окупаемость, но хотя бы работу, не в ущерб экономике. А у нас очень много проектов делается, это же деньги налогоплательщиков. Это вполне законный вопрос. Наш сайт специализируется на этом. И именно тот факт, что вот нам угрожает, нас очень сильно возмутил. Потому что, получается, мы без работы остаемся. И мы хотим приносить пользу обществу, именно чтобы очищать общество от подобных коррупционных проявлений. И самое главное, что журналисты должны работать в безопасном режиме. Ну вот, а заметьте, да, получается, что у нас? А в обществе у нас приветствуется наложить кучу коричневой массы, припорошить ее чем-то немножко блестящим или цветочками, и все нормально. Это во всем. Я думаю, что проблема ребят, которые занимаются такими проектами, они же на самом деле ведут себя так, как у нас принято вести, высокопоставленные люди так себя ведут, извините. У них уже заложена модель поведения. Вот тот же Николай Фомин, он же не сам придумал такую модель поведения. Видимо, кто-то так делает, он видит, как все это происходит. То есть, как он действовал, это, видимо, у него в привычку вошло, значит. Он видит, что так правильно. Что кто-то там из старших товарищей может себя ведет. Это все постоянно перекликается с моими темами. Это как родители воспитывают, да, они будут говорить на словах одно, родители, а поступать совершенно иначе. Это называется непоследовательность. И, соответственно, дети будут копировать не то, что они говорят, а вот именно саму манеру поведения, само общение, само содержание того, что дети наше отражение. И, наверное, то же самое можно как калькой наложить на общество. То есть наши лидеры республики, они демонстрируют на словах определенные вещи, на деле другое, да? У людей, которые, как условно говоря, образно говоря, дети, да, являются для них, в голове происходит некая такая... человек же смотрит больше на действия, а не на слова, да? Видимо, некая модель поведения заложена. А мы очищаем общество от этой. Наша миссия такая. Очищать общество от таких все-таки, как Алена работает... Поэтому, Егор, значит, этот кодекс об этике. Да. В целом, это вообще модель поведения, которая говорит о том, что брать деньги и не возвращать. В общем, вы не мои фанаты, вы просто что-то увидели в моем посте. Потому что нам... В том, что быть твоим фанатом... Черт, я же надеялась. Я ничего зазорного не вижу, да? Ни среди женщин, которые притесняются мужьями, ни среди независимых журналистов. Просто давайте уже действительно, какой-то переломный момент же должен наступить. Мы же должны действительно чистить общество по всем фронтам. Я, допустим, вижу, что есть необходимость однозначно менять вообще эти устои, эти установки, которые мы 100 лет нам вкручивали, и постепенно до такой степени дошли, что я допустим, почему вообще взялась за этот вопрос? Просто, если интересно, если я имею возможность и время доставить эту ремарку. Бывая за рубежом... Ты маркетолог от Бога. Бывая за рубежом, да, вы обращали внимание, что наших можно в толпе вычленить сразу по взгляду, по спортивным костюмам. Да нет, даже если он будет 100 раз, даже если он будет в трусах в море стоять, мне как-то в Таиланде парень один говорит, что настолько видно, что ли, что я из России. То есть он думал, что как-то не поймешь, да? Я его по-русски спрашиваю на автомате, потому что это видно. А это видно почему? Потому что у нас наши души настолько уже во всех этих зажатиях, блоках, да, в стрессе, в этом замалчивании, в этом терпении, что зеркала души, глаза отражают все это. Мы должны все-таки быть открытым обществом, да, и правовым, самое главное. И какие-то неудобные вопросы, их нужно обсуждать, их не замалчивать нужно. Если мы строим гражданское общество, то... Да, и наши дети должны видеть, что это так происходит. Хорошо, пока Тимофею не сказали, что Фомин не является кем-то в одной из негосударственных структур, да, которые возможны. В итоге поставили приставку «экс». Все согласись, что это слегка было это... Не соглашусь, бывает все в жизни. Значит, Николай Фомин Петрович, да, запомнился очень хорошо именно на посту управления целевых программ. Это последняя его должность, которая указана. Последняя его должность предприниматель. Это текущие, скажем так. Текущие. Давайте не уходите от сути вопроса. Тут же речь идет о том, что эти проекты, они все равно были, как раз-таки Алена поднимает же, нет, не Алена, коллеги наши подняли, как раз-таки фонд будущих поколений. Так, сейчас все мне припомнили. Фонд будущих поколений как раз-таки, да, создал проект «Детский портал», да, фонд будущих поколений. А детский портал, вы интересовались, что с ним происходит? Детский портал очень красиво преподнесли, что он будет делать. Тоже сайт стоит. Последнее обновление, тоже он не работает, детский портал. А он как пошел именно через народный бюджет, через фонд будущих поколений. Сайт не работает.
Фонд будущего поколения его тоже может объяснить тем, что может он развернется, это все, да? Ну, суть в том, что проект он заглох, потому что он не востребован. Вот и все. Или не востребован, или люди... вообще вы согласны с тем, что систему как она называется, грантирования, да, субсидирования и так далее, любых общественных процессов нужно слегка встряхнуть. Что и было, кстати, сегодня уже прозвучало от Александра Борисова, министра связи. Да. Да. Ну, встряхнуть именно как? Надо не встряхнуть, ее надо постоянно под контролем держать. Один раз встряхнули и забыли. Вообще видоизменить. Ну, можно изменить вопрос. Потому что то, что было от департамента, скажем так, вот по гражданским инициативам, да, система вот этих грантов, она в том же виде и сохраняется. надо И ее обсуждать. это сподвигает вас, ребята, на все новые и так далее. Ну, попросили группа бабушек на поездку куда-то. Вы же тоже смотрите коррупцию, ну согласитесь. Ну а зачем бабушкам куда-то ехать? На фестиваль, этническая музыка. Есть регламенты определенные, надо придумывать их надо собраться, обсудить, привлечь экспертов. Рабочие группы можно создать и хорошо. То есть понять вообще, насколько целесообразно этот Для проект этого развивать. существует все инструменты созданы, Да, существуют и все общественные заинтересованные советы. стороны выдвигают свои позиции, Да. свои за, свои против, и потом на этом уже все Все делается, фильтруется. все Всё, и механизмы вырабатывать- есть. это только надо, да. элементарно. Всё очень Вопрос к ним. А что вы ждете от Совета главных редакторов? Тоже действенный вроде бы инструмент такой, некая общественная надстройка над деятельностью всего профессионального сообщества. Ну, следовать тому, что было публично озвучено. Озвучено было, что направится запрос соответствующий. Вот это надо подписать письмо. Вот Нет, это и это ждем. уже совет редакторов решает. Я Решает не наш знаю, сам, да. но они заявили об Да. этом, что они А вы отправляют. ждете, говорю, вот я ждал от вас этого, а вы... Нет, мы не можем ждать, мы можем подписывать сами, Дмитрий, потому почему что какие-то прогнозы? мы редактор, понимаешь, Дмитрий, мы редактора, мы же не ждем ничего, мы ждем того, что примут редактора Я решение. поняла, Оно вы как бы есть. вторую часть Да. хотите передачи, а потом нас позовете и скажете, а Да. вот вы того-то ждали, а вы не получили А мы или получили. получили? Нет, Что произошло? Абсолютно об этом речи не идет. Просто На мы самом- сейчас в совет редакторов упираемся, некоторые люди не в курсе. Я просто хочу сказать, что совет редакторов у нас существует, да, при Минсвязи. Сейчас он должен проявить себя как орган, либо показать, либо он является советом самостоятельным, либо он является ведомственным советом. Вот в чем дело. Если он должен быть именно... Вот мы считаем, что совет имеет смысл только в том смысле, если он является реально совещательным органом, который принимает решение самостоятельно, а не по указке чьей-то. Вот все-таки вот этого мы ждем. Да, если оно не так, да, если оно не так, может быть, он и не нужен. На самом тогда. деле, я еще раз... Может, это декоративный структура. Вспоминая нашего общего знакомого Афанасия Гитовича, да, который энное количество лет упрекал в том, что вы официально не зарегистрированы, вы наконец, не наконец, а уже давно официально через официальную структуру зарегистрированы в качестве СМИ. И еще раз, ваша деятельность уже регламентируется законом о печати и средствах массовой информации, с чем я всех поздравляю, кстати. Да? А часто ли вам приходилось сталкиваться с подобными методами решения вопросов, касающихся вашей профессиональной деятельности? Так, Ну, если были устные угрозы, как бы. но устные угрозы вот были. Таких, как бы, визитов не было. один раз визит был, человек пришел, А, ну, это да, было, он да. что-то он Это когда мы писали о земельных всяких непонятных вещах. делах писали, он пришел к нам, достаточно был агрессивно настроен тоже, но в конец он, когда мы сказали, Он возмущался, да. покиньте помещение, он нам прочитал стихотворение Есенина и ушел. Стихи даже читали вам? Чё? Ну да, вот. Потом еще Посторонний человек? угрозы поступали, когда, так, припомню, Ну, недавно с мусорным делом вот этот тоже товарищ один там. с мусорным имеешь в виду что? Ну, этот, про Прометей или что там. Когда про мусор ты делаешь. А, не вывозят мусор. да. Бывает, поступают такие намеки, да? Но таких вот угроз прямых, судебные, допустим. Так, не промышленные. Ну, просто зная Фомина, удивляешься, что именно Фомин, Николай Фомин, стал вот этим переломным мы сейчас моментом. здесь собрались же не удивляться, мы факты обсуждаем. Да нет, я просто удивляюсь. Вот это просто эмоция. Вот вы как возмущаетесь его выходкой, да я просто удивляюсь. Потому что он вообще пришел Ну, и... возмущение уже прошло, как бы, то Ну, все да. уже. Вот, Нам- вот, давайте, при каких условиях, вот, ладно, при каких, вот, еще раз, сама ситуация, ну, согласитесь, что достаточно некрасивая для всех сторон.
Я не говорю, что там для вас она некрасива, а для тех хороша. Или... Ну, слушайте, мы же не Да. по красоте живем Ну, вообще. да. То есть, как бы дело же не в том, чтобы Не опять по- не по- красиво, не по красоте красиво живем. выглядеть. Иногда приходится да? делать не очень И приятные делают вещи. Неприятные можно происходят зайти, а какие-то- красивые, ну, красивые, что Ну, вы. что, либо так, либо так. Мы как красивым, бы. Дмитрий... Принцип же не в том, чтобы выглядеть, главное, красиво. Если сейчас Это, вот- за- это именно то вообще, что в целом и ломает общество. Да, иногда приходится делать некрасивые, ну, в смысле... В общепринятом понимании. понимании, Да. вещи, неудобные, неприятные вещи, но для того, чтобы в итоге стало по-нормальному, как оно должно быть. Вот, не знаю, внешне выглядит все вроде красиво, Если как бы ты я, говоришь, да. допустим, озиралась о том, как я красиво или некрасиво выгляжу, так я вообще бы эти вопросы не трогала. Ну да. Я бы Может, не поднимала вообще никакие вопросы. операция, Я бы не допустим, рассказывала о насилии, о том, что я сама Это же подверглась, как потому что операция, понимаешь, некрасиво. вот операция над человеком лежит на операционном столе человек. Красивая процедура? Не. Некрасивая, ну нужно, извините. Ну, нужно. Человека оперировать надо. То же самое с обществом происходит. Мы должны произвести операцию, но очень некрасиво. Кровь тут что-то лежат, Больно там будет. ошметки, люди орут, там что-то такое. Некрасивое. Ну а что, без операции давайте не жить. Пускай раковая опухоль будет. Ну и в Расти, этом плане, конечно. как врачи... Ну, нарывы Да, просто да. вскрывают. Скальпель, наверное, больше. Не врачи. мы- Инструмент. В любом случае, Не цепляйтесь. средство массовой информации Нет. это инструмент. Нет, именно в сегодняшнем мире мы видим, что мы видим потребность того, что было бы еще у нас общество нуждается в вот этих вот оперативных вмешательствах. И тут, наверное, мы тоже выступаем как ассистенты как хотя бы. диагносты, Ну, здесь ассистенты хотя бы. Анестезиологи. Ну, анестезиологами Нет. нет, к сожалению. Нет, Да, это судя по точно. всему, нет. Ну хорошо, что не патологоанатома. Ну, это уже да, опять уходим на тему. это частности. Вот все-таки давайте достаточно поговорили, 25 минут целых, да? Алена, все-таки вот чуть было не обратился к словам типа миссия там и так далее. Вот ту задачу, сверхзадачу, которую... А почему бы не миссия, кстати говоря? Мне, в принципе, нравится Ну да. это слово. Я вообще, знаете, когда, сейчас хочется уже прям, вот ты так это патетично все рассказываешь, ты меня прям заряжаешь. Я готова Да сейчас пятку. я много кого заряжает вообще. Да, Вот. можно об меня запитываться. Допустим, да, вот как у нас вообще... Мне когда лет 6-9, там, я ж точно не помню, да, давно это было, как оказывается. Я думала, для чего я? У меня было такое ощущение, что у меня вот какая-то миссия глобальная на мне. И когда меня официально сертифицировали мисс Якутии, надели корону, ленту, повязали, я стою на сцене и думаю, наверное, это оно. Но потом я как бы умом понимаю, что это сейчас пойдет в тираж, в ежегодный, да, то есть ничего такого особенного в этом нет, в принципе. Потом, когда у меня родилась дочка, я думаю, точно, это вот это самое, потому что, ну, конечно, каждая женщина, когда дает жизнь ребенку, она испытывает просто такой колоссальный вообще фейерверк эмоций. Но это же опять же не то, ну, потому что, ну, во-первых, очень много женщин многодетных. И я, допустим, рожая второй раз ребенка, уже, ну, чуть-чуть менее эмоционально, допустим, сей факт восприняла. Вот, может быть, то, что я сейчас делаю, вот это, скорее всего, что-то такое действительно полезное. Оно неприятное, да, оно болезненное. На меня многие женщины обижаются, не публичные женщины в том числе. Я ковыряю там у них что-то внутри. Причем они потом понимают, что это действительно было необходимо. Сначала обижаются, а потом говорят, а мы вас поняли. Мы вообще поняли, к чему вы ведете. И я считаю, это вот просто шикарно. Вот самый классный ответ, который я бы хотела вот в виде реакции получать. Если я там действительно меняю сознание, допустим, иждивенческое, да, на то, что женщина начинает понимать, что все от нее от самой идет, исходит, и от нее от самой зависит, это вообще супер. Если каждый человек, в принципе, в обществе будет понимать, что он ответственен за свой выбор, он ответственен за свои поступки, за свои действия, и будет работать на собственное счастье, не вовлекая в эти процессы никого стороннего, то есть не виня мужа, допустим, да, или не обвиняя жену, не обвиняя правительство, не требуя там какой-то помощи или каких-то подачек. Если каждый будет занят сам собой, то в целом у нас общество-то и, наверное, оздоровится. Ну, вот такая вот у меня утопическая идея. Почему? Нормальная идея, просто она достаточно долгой И то, что как бы я делаю это сейчас достаточно резко и грубо, это тоже вызвано определенной причиной. Я понимаю, что я не могу этим всю жизнь заниматься, да, и вообще в целом я вижу, что насколько далеко и глубоко на дно катится общество вот с этой точки зрения. Мне хочется на это еще больше внимания привлекать, еще больше как бы взрывать, чтобы об этом стали думать.
Если это тихонько, аккуратно, где-то вот так вот, обсуждать, но оно проходит мимо незаметно. Вопрос, ребят, а драться вообще часто приходилось? По-разному. По работе или вообще? Слушай, не по работе вообще. Мы, скажем так, не агрессивные ребята, да? Но когда на нас нападают, мы, конечно, уже когда реальный конфликт происходит, вот уже физический контакт, конечно, приходится защищаться. Было такое в жизни, да? Но все-таки мы же сейчас собрались сюда не для того, чтобы обсуждать, приходится драться, не драться. Я же хочу об другом сказать. О том, что мы здесь должны цивилизованные методы находить решение проблем. Драться надо в случаях самообороны, когда тебе реально опасность жизни угрожает тебе и близким. Какие-то асоциальные элементы. Да, социальные элементы. Есть. Были такие случаи в жизни. Да, не всегда, конечно, получается это сделать. Наша цель нет там самоутвердиться. Да. Мы общество, мы не ставимся... Нет, но вы не склонны во всем видеть 144-ю статью? Во всем. Надо же разделять события. Одно дело где-нибудь на улице по частному как случаю. Денис сказал, да? По работе приходилось драться или не по работе? Вот этот предел, вот этот водораздел, где? Как где? Он очень произошел четко, конкретно, очень нам четко поступили очерчен, да. угрозы конкретно. За дверьми офиса. За конкретную нашу работу. Вот и все. Да, вот и все. Тут все Всё очень по просто, факту. Дмитрий. Тут не надо как бы... Он прекрасно должен был понимать, чем он занимается. Если он не думал об этом, то и сейчас только Конечно, задумался. если ты пришел в бар, там, не знаю, и повздорил с другим человеком, который там себя ведет... А что ты там делал в баре? Я Это условно теоретически говорю, условно. я условно говорю, да. И произошел конфликт, и здесь глупо будет прикрываться тем, что ты воспрепятствуешь Дмитрий, журналистской это же, деятельности. как знаете, Конечно, это есть будет. условия перевозки, да, так называемые, Инкотермс 2000, по-моему, если они с тех пор не менялись, да. То есть вот ответственность с продавца на покупателя переходит в тот-то, тот-то момент. То есть вот четко есть границы, наверное. Да. В рамках офиса это все-таки одно. Да, действительно, это вот стандартное правило, что есть законные методы решения вопросов. Все, мы в этом плане не выдумываем, мы полагаемся все-таки на то, что есть, надо действовать по регламенту. Но принеси, Фомин, все эти отчетности, допустим, по тому же проекту, который всплывал, да, и обратись он в суд, вы бы нормально на это реагировали? Мы бы выиграли в суде, вот как раз-таки по этой статье, я уверен. Но это было бы цивилизованно. Как раз-таки так решать. Но я не думаю, что он обратился бы в суд, потому что в статье не было таких слов, как коррупция, распил, оскорбления не было. Просто задался вопрос. Журналист имеет право задаваться вопросом: ребят, а где? А где? Вот почему было заявлено, и его нет. Я прекрасно... у нас есть опыт судебных споров. Мы с юристами консультируемся, свои статьи пропускаем через определенную юридическую проверку, да? Стараемся не утверждать, а предполагать или задавать вопросы. Все эти моменты... Мы прошли судебные споры, мы знаем, что как надо писать так, чтобы не оскорбить человека, да, и не оклеветать его. Человек имеет право задать вопрос, а он не имеет права оскорблять или клеветать. А это не просто ли техническая уловка? Нет, и в принципе человек даже имеет право на ошибку. Но то, как... Да. Какие дальнейшие действия? Конечно, я понимаю, что там дальше идут такие моменты, как комментарий к статье, да? Вот это вот такое, может быть, задевало тоже. Там, то есть, статья, допустим, носит более такой нейтральный характер, а дальше пошли комментарии, люди начинают что-то обсуждать. Да, здесь надо все-таки обращаться к нам. И просить модерировать. Ребята, удалите комментарии. Там вот я потом посмотрел, бывает, на форумах обсуждают, так сейчас Алена обсуждает. Я, бывает, смотрю, очень оскорбительные комментарии. Я потому что знаю, что у меня будет портиться настроение. Да, я лучше не читать. Люди очень некорректно высказываются. Здесь роль, конечно, модераторов. Но иногда модераторы, они опаздывают. То есть, раз вышел оскорбительный комментарий, думаешь, черт подери, как так можно? Звонишь? Чисто количественно это надо, наверное, нашим коллегам с СИКТ адресовать, да, по поводу комментариев. Сейчас я вижу, что они модерируют. Модерируют? Все-таки суды, люди, все-таки правовое общество требует от того, чтобы все было. Они стараются... В рамках то есть поля, ты не исключаешь того, что за комменты в публикациях на Ньюс.КТ люди подают в суд и... Насколько это эффективно, скажем так? На комменты, кстати, я вопрос до конца не изучал, но мы стараемся нести ответственность за свои комменты. Только если нам люди обращаются, или, допустим, суд на нас подает за комменты, я считаю, что все-таки... Роскомнадзор иногда к нам обращается, говорит, уберите Да, мы под строгим надзором Роскомнадзора, у нас каждое слово матерное на сайте, оно проходит фильтр, и Роскомнадзор нам сразу звонит и угрожает. Говорит, ребята, удалите мат.
и мы удаляем. Поэтому в этом Какой плане... хороший модератор. Да, у нас... Роскомнадзор-то? Да, у нас Шикарный модератор. Роскомнадзор нас постоянно контролирует. С одной стороны, нас это злит, с другой стороны, мы... Держит в тонусе. Да, мы в тонусе, поэтому нам постоянно звонят и говорят, у вас матерное слово оскорбление. Хотя нет, оскорбление, кстати, почему-то на систему не Но реагирует. оскорбление-то может быть и не абсолютно Вот, не да, матерным. вот. То есть оно может быть Оно вполне очень таким может быть цивилизованным. тонким. Да, поэтому Куртуазным. Многословно. Я бы сказал, да. здесь все-таки для этого существует телефон редакции, куда всегда можно позвонить. Он у меня постоянно с собой, между прочим. И я могу ответить, так как мне говорят, мне звонит человек, допустим, говорит, на сайте у вас оскорбление в мой адрес. Но почему-то мало таких случаев, интересно. То есть люди все-таки боятся как-то вот... то есть у нас либо молчат, либо сразу шокером, да? А почему нельзя что-то среднее выбрать? Нас даже как-то, мы же люди, а не собаки, которые сразу дерутся. Ну, Мы же вообще, можем да, вот пообщаться. эта проблема есть того, что вот люди вообще не проговаривают. Просто Надо же не общаться, да, не обсуждать. обсуждают, допустим. А что-то где-то либо вот очень... Ты хочешь поговорить об этом? Я готов. Не, ну даже в семье. Вот я Да, просто да. все в свою плоскость перевожу, да. Мужчины и женщины в отношениях доводят их до какой-то точки кипения, когда все какие-то мелкие проблемные ситуации можно было проговаривать на каждом этапе и вот не взрываться потом. Вот насчет комментариев, вот это болезненная тема, потому что у наш ресурс, вот если честно, не такой популярный, да, как ЕКТ был, вернее, есть. И у них уже опыт работы с комментариями. Оговорочки по Фрейду? Да, у них уже очень хороший опыт работы с комментариями. У нас меньше идет. Поэтому мы иногда, не настолько, бывает, следим. Поэтому мы призываем читателей помогать нам в этом, да? Ребята, мы не можем, вышел комментарий, допустим, ночью человек пишет... Статей какую-нибудь- много. Да. Ночью человек какую-нибудь гадость написал, а человек сидит, смотрит его и переживает. Обратись в редакцию, напиши по WhatsApp. У нас WhatsApp у меня работает. Скажи, что меня оскорбил такой-то пользователь, удали. Мы удаляем и баним. Вот проблемы нет. Вернее, есть она, но она решаема. Все решаемо. Наверное, все-таки в той проблеме, которую не всегда... Есть же выражение, не всегда позиция редакции может совпадать там, с мнением тех, которые в нем прозвучали. Автора материала. Автора материала или там персонажей, которые присутствовали в данном материале. Да? Я вообще считаю, что во всей нашей очень зарегламентированной деятельности, журналистской, да, есть... как куча, скажем так, лазеек избежать чего-либо, какой-либо ответственности, да, так и наоборот, собрать весь мультипликативный эффект какой, да, ответственность за то, ответственность за это, ответственность за будущее, ответственность за прошлое. Сгорбиться можно под грузом такой ответственности, на самом деле. Еще раз говорю. Жалуешься? Нет, законы надо изучать, а не избегать их все-таки, я считаю. Законы надо изучать и уметь работать по ним. Я сейчас тоже понимаю, я тебе скажу, Дмитрий, как зарегистрированный СМИ, у нас куча регламентов на нас свалилось. Поначалу нас это очень сильно раздражало. То, что мы сейчас за каждое свое слово должны нести ответственность. Пускай звонят. Допустим, если вышло какое-нибудь оскорбление, какие неприятные вещи на незарегистрированных ресурсах, этого как-то можно избежать. Да, мы как зарегистрированные СМИ, мы постоянно под надзором, мы судимся, на нас подается... Это тренировка мозга, Тренировка на самом мозга, деле. да. Это я все-таки рад тому, что мы зарегистрировались. А кто у вас юридическую, скажем так, нагрузку несет? Юридическую? Да. Мы сами, во-первых, прокачаны, во-вторых, у нас есть привлекаемые юристы по материалам. То есть у нас нет постоянного юриста, который... У нас каждый материал, если по тематике, он проходит согласование с... То есть, допустим, если жилищное, то с тем, который специализируется на... потому что мы чаще консультируемся с теми юристами, которые у нас и выступают... Представляют сторону. Они же тоже, допустим, понимают последствия и юридически все это дело подстраховывают. А такого явления, как абсолютно независимая юридическая служба неких интернет-изданий, такого явления нет. Нет, вообще такого не бывает, потому что юрист это всегда... В общем, это немножко другая плоскость. Вот это совсем утопическая идея. Ну почему? Высший суд еще существует, скажем. Высший суд, Господь Бог, может, тоже он есть, но надеюсь. Хорошо, я завершая, скажем так, мне уже вот тут в ухе подают сигналы, да, завершая, может быть, разговор. Я думаю, что разговор полезен. Хотя просто потому, что мои коллеги, Алексей Соколов, Сусанна Рожина и остальные, они приложили максимум усилий для того, чтобы, по крайней мере, усадить стороны, участвующие в некой спорной Меня ситуации. уговаривали. Я просто никак не знала, куда ребенка пристроить, но все-таки пристроила. Согласись, что они были очень настойчивы. Молодцы, да. Да.
очень жаль, что Николай Фомин не воспользовался вот этой возможностью, да, хотя бы не то чтобы реабилитироваться, а высказать свою точку зрения, потому что его точка зрения до сих пор, она нигде не отражена. Да? Да, А в последней статье. Нет, это же не его точка зрения. Да, это не его прямо точка зрения. Еще раз говорю, прямо непосредственно Николай Петрович Фомин свою точку зрения на те события, которые вызвали столь большой резонанс, еще нигде не отразил, кроме как в объяснении органам следствия. Согласны с этим? Возможно, он ждет, что следствие скажет и так далее. Но, я так понимаю, до пятницы у него была возможность просто в качестве частного лица еще раз прокомментировать те события, которые повлекли столь большой резонанс. Потому что я считаю, что на самом деле те вопросы, я вот ерничаю, да, но в принципе-то я солидарен со всеми. То, что систему грантов нужно пересмотреть, да, то, что в обществе надо менять вектор вообще восприятия, это отношения. На следующий день после столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Я вчера написала пост по поводу столетия. Да, ну вообще революционеров, конечно... У меня на все есть свой взгляд. Алена, а тебе не идет революционером? А я не революционерка. Нет, ну вот да. Я результат революции сейчас просто обратно пытаюсь вернуть чуть-чуть. Механизм. Землю народу. Нет, конечно, не так. А вот это уже как-то это... Раскрыть, достать из скорлупы людей настоящих, вот то, чем они прикрылись, хочется это все снять. Ну, я еще раз говорю, по крайней мере, польза от этого разговора в том, что мы попытались все стороны выслушать. Да? Плохо, конечно, что не подошли все приглашенные, но мы пытались. По крайней мере. Я не говорю, что, ну, ладно, предложили там и так далее. Но, по крайней мере, досконально точку зрения и Алены Алексеевой, которой многие говорят, это ты все начала, да? И Тимофея Ефремова, и Дениса Адамова, которые... Я не говорю потерпевшей стороны, еще... А зачем ты озвучиваешь? Сразу называешь. Либо не говори, либо скажи. Я же не говорю. Я не называю вас глупым. Но, по-моему, еще раз, никакой оценки я как... Опять сам себя Ну, а чё? То, что я настроен вот так вот оценивать потерпевшей стороны. Нет, на самом деле, сторона потерпевшей или выигравшая, это все еще раз время покажет. Давайте обратимся к мудрости. Это безусловно. К мудрости предков, мудрости, скажем. Ну, вообще это не борьба, поэтому выигравший или потерпевший. Давайте это не считать все такой борьбой на выживание. Давайте скажем так, это одна из граней нашей жизни. Нашей повседневной жизни, в которой встречаются общественные организации, которые обращаются в структуры, которые там предоставляют субсидии, гранты и так далее. Мнения могут не совпадать, но это не означает, что нужно переводить это в плоскость конфликтов, борьбы или войны. Вот и все. Методы надо выбирать. Правильно, Алена говорит. Методы надо выбирать. Я еще раз говорю, просто не даю еще раз оценки, но могло бы произойти так. Вот и, да, пришел бы Фомин с вот такой вот кипой отчетов, да, и подал бы в суд на несоответствие. Денис считает, что он выиграл бы этот суд, Тимофей солидарен с ним, но, в принципе, этого не произошло. Произошло то, как произошло, да. И еще раз, давайте, я воздержусь от любых оценок. Спасибо, что приняли участие, приняли наше приглашение вообще. Спасибо, что пригласили. Да мы всегда рады. Зовите. Мы всегда рады. И еще я скоро сына в детский сад отправлю, да я могу вас хоть сколько вещать. Хорошо. Еще раз представлю участников нашего сегодняшнего за столом сидения. Алена Алексеева, общественная деятельница, представитель издания «Якутия Инфо» Денис Адамов, Тимофей Ефремов. И вел стрим или передачу, как назвать-то? Дмитрий Аргунов, журналист тоже. Согласны с этим хотя бы? Спасибо. 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 Что, когда передача выйдет?